Сегодня в аэропорту Магаз приземлился самолет для транспортировки Багаудина Даурбекова, пострадавшего в воскресенье во время взрыва в частном доме в Пседахе. Мальчика перевезли в Приволжский медицинский центр, где его обследуют лучшие специалисты госпиталя. Самолет с больным на борту уже приземлился в аэропорту Нижнего Новгорода. Лейла Гайсанова продолжит. Самолет Ан-148 МЧС России уже ждет своего главного пассажира. Он оснащен современным оборудованием и специальным медицинским модулем, аппаратом искусственного дыхания и кардиомониторами, который позволяет оказывать медицинскую помощь пострадавшему во время полета. Мальчик нуждается в срочной высокотехнологической помощи. В настоящее время его состояние врачи оценивают как тяжелое. Спецбортом МЧС России тяжело больного пациента Багаудина Даурбекова планируют доставить в Приволжский федеральный медицинский центр, где ему будет оказана необходимая квалифицированная помощь. Карета скорой медицинской помощи, в которой находится пациент, вплотную подъезжает к самолету, чтобы было удобнее переложить мальчика. По словам врачей, дорогу от Малгобека до Сунжи он перенес хорошо. Все условия тут есть соблюдены. В принципе, больной на аппарате его не страдает. Давление все стабильно держит. На момент, сейчас я подошел, немножко осмотрел. Как выезжали из Малгобекского МЦРБ, так он и доехал сюда. Отлично среагировано, отлично сработано. Молодцы они, ребята. Во время рейса больного будут сопровождать медицинские специалисты Государственного центра аэромобильного спасательного отряда Центра СПАС МЧС России и Всероссийского центра медицины катастроф защиты Минздрава России. Помощь на сегодняшний день в полном объеме оказана, насколько она была необходима, и переводится для оказания высокотехнологичной специализированной помощи в специализированный ожоговый центр федеральный. Багаудина, кроме медперсонала борта, сопровождает и его отец Ришат. Я доволен остался врачами нашими и помощью, что они оказали мне. Хочу поблагодарить нашего главу Юнусбека Ювкурова, министра здравоохранения нашего Арабханову и главврача нашего Центрального Малгобекского района за оказание помощи. Напомним, несчастный случай произошел в воскресенье. В результате хлопка газовоздушной смеси в подвале частного дома пострадали Багаудин и его тетя Танзила Султыгова. С сильными ожогами они были доставлены в Малгобекскую центральную районную больницу. За жизнь женщины врачи боролись около 4 часов, но спасти ее так и не удалось. Ожоги были настолько сильные, что сожгли внутренние органы. А вот площадь ожогов, полученных мальчиком, составляет 65%. Он пролежал в реанимации несколько дней и, по словам врачей, уже показывал положительную динамику. Решение о транспортировке пострадавшего было принято после консилиума, проведенного медиками МЧС России, Главного управления МЧС России по Ингушетии, Министерства здравоохранения республики и лечащими врачами. Лейла Гайсанова, Мухаммед Мержоев. Новости 24.